документ за подписью 24 ингушских старшин. С этой копией судьбоносного документа 1770 года и началась большая работа Государственной архивной службы Ингушетии. Сегодня это хранилище ценных бумаг и записей. На стеллажах история и судьба народа. Всего в службе 69 фондов, где хранятся больше 200 тысяч документов на бумажном и электронном носителях. Часть подлинников – копии из федеральных, зарубежных и региональных архивов. Вы видите здесь специальные короба, в которых находятся эти документы. Они датируются, начиная с 18 века до настоящих времен. Это одно из хранилищ. Всего у нас их 8 хранилищ. Документальная база у нас постоянно пополняется, расширяемся мы уже, у нас 2 здания. Эта профессия особенная. Помимо профессиональных качеств, здесь важно быть ценителями и знатоком своей истории. Архивисты проводят колоссальную работу по восстановлению памяти, формированию материальной базы и исторической летописи событий и фактов. Жабраил Чахеев посвятил этой работе большую часть жизни. Важной задачей сегодня является расширение архива и подготовка кадров. Мы развиваемся, коллектив у нас, слава богу, у нас молодой, молодежи много. Университет наш ингушский готовит кадры. Там здесь они практику проходят, потом приходят здесь и работают. Смена поколений есть, у нас есть и старшие, которые много лет проработали, есть и молодежь. Государственному архиву Ингушетии удалось поработать в военно-историческом архиве России. Там выявили новые карты 18 и 19 веков. Большим достижением архивистов Ингушетии можно назвать установление имен ингушей, которые приняли участие в гражданской войне. В этом году Государственный архив представит еще один важный материал. За последние годы проделана действительно огромная работа. Достижением Государственного архива Ингушетии является издание книг по семейной списке населенных пунктов Владикавказского округа Терской области 1886 года. Каждый представитель ингушской национальности здесь сможет найти историю своей семьи и родственников. Чтобы написать книги, пришлось заниматься сбором документов в Федеральном архиве и службах Северного Кавказа. В этом году выйдет 8-й учебник по семейных списков. В каждом таком сборнике зафиксирована интересная и важная информация. Я думаю, что это будет очень интересно не только специалистам, но и любому ингушу, потому что в этих списках любой ингуш может найти практически историю своей семьи, своих, я имею в виду, прадедов, дедов и все, с кем мы общаемся, они говорят, да, вот мы с радостью, допустим, там в 3-м томе нашли там своего дедушку, прадедушку и так далее, которые там занимались тем-то, тем-то, потому что в этом сборнике, в принципе, в документах отражены хозяйственная деятельность наших предков, это конец 1886 год, посемейные списки, наличие членов семьи, мужской пол, женский пол, чем занимались и так далее. Международный день архива отмечается ежегодно 9 июня. Дата праздника выбрана не случайно. И именно в этот день, в 1948 году, решением ЮНЕСКО был основан Международный совет архивов. Для жизни и общества роль службы трудно переоценить. Будучи своего рода информационными центрами, они обеспечивают доступ к документальной информации, а также научного познания своей истории и культуры. Лина Цычоева, Мухаммад Билакиев. Новости 24.